Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, чем привлек внимание автоинспекторов водитель «Лады» 9 модели. Здесь нормально. Просто человек напился и чё? На место происшествия приехали сотрудники полиции. Покажем, из-за чего начался семейный конфликт в одном из домов на проспекте Ямашева. Один из супругов получил ножевое ранение. И учинил погром офисного здания. Что ты делаешь? Будни сотрудников охранного предприятия. Это и не только. Прямо сейчас. Странное вождение водителя «Лады» 9 модели привлекло внимание полицейских поздним вечером. Автоинспекторы совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержали 44-летнего водителя отечественного автомобиля на улице Кулахметова. Хотя следить за ним начали еще раньше. Мужчина грубо и неадекватно нарушал правила дорожного движения. В момент остановки выяснилось, что в салоне он был не один. Компанию водителю составили пассажиры, которые в этот вечер явно находились на веселе. Как они отреагировали на всеобщее внимание, расскажет Алия Хайруддинова. А вам надо, вы деньги получаете, да, молодцы. Приезду ни полицейских, ни нашей съемочной группы предположительно нетрезвая компания была явно не рада. Пассажиры отечественного автомобиля не стеснялись показывать неприличные жесты и использовать нецензурную брань. Сами же отметили, что ничего плохого не произошло и остановили их зря. Здесь убийство или что? А что здесь произошло, по-вашему? Здесь все хорошо? Здесь нормально. Просто человек напился и чё? То, что 44-летний водитель, вероятно, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, для его пассажиров казалось нормальным, так как он никого не сбил. Неизвестно, как закончился бы вечер, если бы автомобиль не заметили полицейские. Стражи правопорядка неоднократно просили водителя остановиться, но их требования мужчина не выполнял. По предварительной версии, он выезжал на запрещающие сигналы светофора и превышал скорость. При этом автомобилист едва не сбил других пешеходов. Остановить водителя удалось спустя несколько минут на улице Кулахметова. Дорожные инспекторы вместе с экипажем патрульно-постовой службы прижали гонщика к обочине. Уехать он уже никуда не мог. Мы вас остановили и выявили признаки алкогольного опьянения. Я вам ответил. Вы проходите освидетельствование алкоголя. Вы можете погромче сказать? Вы отказываетесь? Через прибор алкотестер вы отказываетесь. Вы слышите? Понятые. В присутствии вас водитель будет отстранен от управления транспортного средства. При понятых мужчина согласился пройти медицинское освидетельствование в больнице. К слову, инспекторы выяснили, что в подобном состоянии он попадается уже не впервые. На ближайшее время было назначено судебное заседание, где должен был решиться вопрос о лишении его водительского удостоверения. Да ничего не произошло. А зачем с полиции проехали? На этом приключения веселой компании не закончились. Когда на место приехал эвакуатор, они решили закрыться в автомобиле. Вызволить их автоинспекторы не смогли, а потому на место пришлось вызывать дополнительный наряд патрульно-постовой службы. После чего всех троих доставили в отдел полиции. Алия Хайруддинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. 59-летний мужчина скончался в трамвае поздним вечером. Несчастный случай произошел в момент, когда транспорт находился на улице Декабристов. На место были вызваны сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть. Причина смерти выясняется. Сообщение о ножевом ранении поступило поздним вечером в полицию. По первоначальным данным, в одном из домов на проспекте Ямашева был ранен 33-летний мужчина. Приехав на место, стражи порядка выяснили, что незадолго до ранения потерпевший спровоцировал конфликт со своей женой. Он избил свою жену при несовершеннолетних детях. С места происшествия материал Нафисы Минязовой. После сообщения о ножевом ранении на место происшествия экстренно прибыли медики и несколько экипажей патрульно-постовой службы. Как рассказали супруги полицейским, ссора между парой началась в тот момент, когда мужчина начал подозревать свою женщину в неверности. Тогда, несмотря на то, что рядом были двое несовершеннолетних детей, он начал избивать свою супругу. По предварительной версии, конфликт произошел на глазах двух дочерей, 12 и 5 лет. Как выяснили полицейские, дети видели, что отец вывел их мать на лестничную площадку, после чего начал наносить удары по всему телу. Она оборонялась и даже пыталась применить газовый баллончик. Войдя обратно в квартиру, по словам потерпевшего, супруга схватилась за нож и ранила его в область локтей.
Забирать в отдел полиции никого не стали. Дело передали следственно-оперативной группе. Как оказалось, по этому адресу на подобное сообщение стражи порядка выезжают уже не в первый раз. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. 93-летняя пенсионерка стала жертвой пожара в Зеленодольском районе. Трагедия произошла на первом этаже шестиэтажного дома по улице Комарова. В квартире загорелись мебель и вещи. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили в комнате тело пожилой женщины. По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение устройства и правил эксплуатации электрооборудования. Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Елабужском районе республики. В районе 2 часов ночи в поселке Колосовка загорелся одноэтажный бревенчатый дом. К приезду пожарных помещение было полностью охвачено огнем. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар. Во время разбора завалов в комнате они обнаружили тело 44-летней хозяйки дома. Установили слежку и, как оказалось, не зря. В одном из супермаркетов на улице Шоссейная группа быстрого реагирования задержала 36-летнего мужчину. Их вызвали сотрудники торговой точки. Ранее они посчитали, что нетрезвый покупатель вынесет спиртное без оплаты. Когда все сомнения развеялись, они попытались остановить мужчину. Но тот так просто не сдался. Алина Мусина продолжит. Я зашел в магазин взять бутылку водки. А вы украсть ее не хотели? Нет. То, что хотел украсть спиртное, мужчина признавать не стал. Уверял, что задержали его из-за разбитой им бутылки, которую он якобы уронил, не доходя до кассы. За что вас задержали, можно спросить? За то, что я бутылку водки разбил. Мужчина уверял, что деньги у него были. В супермаркет по улице Шоссейной он шел целенаправленно за дополнительной порцией спиртного. Признался, что в этот день начал пить еще когда было светло. Повод для того был весьма весомый. Праздновал день рождения у друга. У друга, а сколько ему исполнилось? 98. Но сотрудники супермаркета заметили нетрезвого и подозрительного мужчину сразу, как только он вошел, установили за ним слежку и, как оказалось, не зря. По их версии, мужчина, взяв бутылку крепкого алкоголя, попытался пройти мимо кассы. Разгадав его замысел, продавцы остановили подозрительного человека. Тот такому повороту событий рад не был и решил в порыве эмоций бросить спиртное на пол. Тогда же на место вызвали группу быстрого реагирования и полицейских. Раньше не попадали за кражи и так далее, да? Нет, А вот... в магазине никогда. А где попадали? А где-то в другом месте У попадали? меня было когда-то, это было 10 лет назад. А что украли? Украл это тяжелый случай. Рассказывать о своем прошлом задержанный не хотел. Возможно, такое желание появилось у него в отделе полиции, куда его доставили для дальнейшего разбирательства. Алина Мусина, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Один учинил погром, 2 других угрожали пойти на отчаянный шаг, лишь бы не попасть в отдел полиции. Сотрудники охранного предприятия с разницей в несколько часов обезвредили 3 предполагаемых дебоширов. Первый случай произошел утром на улице Пушкина, когда буйный мужчина разнес 2 этажа офисного здания. Спустя несколько часов в группе быстрого реагирования пришлось проводить операцию по спасению человека. Обо всем по порядку в репортаже Сергея Хайдарова. Все разломано. Это уже последствия утреннего погрома, произошедшего в одном из офисов по улице Пушкина. После того, как в помещении сработала сигнализация, на место приехали сотрудники охранного предприятия. На 2-м этаже здания они встретили сильно пьяного мужчину, крушившего все у себя на пути. Заметив нежданных гостей, он оказал им сопротивление, но его все же успокоили. Ты что делаешь? Позже предполагаемого дебошира передали в руки полицейских. Его мотивы так и остались неизвестны. А этот мужчина не оказывал никому сопротивления. Вред он начал наносить только себе, после того, как сотрудники магазина заподозрили его в краже конфет. Понимая, что скоро на место приедут полицейские, он достал канцелярский нож и нанес себе увечья. Пострадавшему оказали необходимую помощь, после чего отвезли в отдел полиции. Такой же тактики придерживался молодой человек, оказавшийся в супермаркете. Увидев полицейских, он грозился причинить себе вред. На контакт с ним вышли медики и в течение часа пытались убедить его оставить эту затею. Вскоре в помещении через служебный вход зашли полицейские и сотрудники охранного предприятия. Застав буйного парня врасплох, они провели задержание. В итоге молодому человеку оказали медицинскую помощь и также доставили в отдел полиции. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.